прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Мои коллеги Яром Занабуев готовы рассказать о самых заметных событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главное сегодня. Памяти великого человека. Всегда говорю, эту войну закончить сможем только мы, чеченцы. Для детей сотрудников силовых структур, участвовавших в СВО, организовали специальный показ фильма «Ахмад Хаджи Кадыров. Достояние народа». Вдохновляющая традиция. Региональный общественный фонд провел очередную благотворительную акцию добра во всех муниципалитетах. Танец под ритм биения сердца. Артисты выложились на все 100%, продемонстрировав свое мастерство и талант. В Грозном состоялся грандиозный финал 15-го международного фестиваля-конкурса танца имени Махмуда Эсамбаева. Чеченские компании принимают участие в международном форуме выставки In Russia 2024, который проходит в Минеральных водах. Основная цель – представить возможности российской промышленной инфраструктуры международному бизнес-сообществу и установить прочные контакты между российскими и международными компаниями. В мероприятии участвуют делегации дружественных стран, а также руководители федеральных органов власти и крупных компаний. Репортаж Турпалали Тайсумова. Первый день форума выставки In Russia начался с презентации зарубежным инвесторам отечественной промышленной инфраструктуры. Наш регион представил здесь сразу две крупные компании, которые уже выходят на всероссийский уровень, предоставляя качественную продукцию в сфере строительства. Это передовые предприятия, зарекомендовали себя на рынке, уже какую-то позицию заняли на рынке. И здесь они тоже с такой же целью в поиск новых партнеров, показать свой товар, куда они могут поставить свою продукцию. Продукция у наших предприятий, в частности из Казбека, передовая, интересная, желающих посмотреть и заключить договора. Представители компании «Технопарк Казбек» поделились, что их площадка сочетает в себе лучшие качества и инновации в сфере строительства. Потенциальные партнеры могут ознакомиться с проектами и их разработками. Это лучшая демонстрация потенциала субъекта в данной области. Подписаны соглашения с московскими организациями, у нас определенно идет кооперация с компаниями, которые производят подсистемы, крепежные системы под наши фиброцементные плиты. И то есть это следующий шаг, это выход уже на московский рынок. Это же можно сказать и о компании «Теплостройпроект С». Они уже славятся своими филиалами с широкой географией. Москва, Санкт-Петербург, Краснодар и другие крупные города, в которых работают их представительства, и даже за границей. Компания профилируется по 5 направлениям. Первое направление – это модульное строительство. Второе направление – гибридное капитальное строительство умное. Третье – это регенерация, вентиляция, то есть являемся одним из крупнейших производителей котельного оборудования, котлов. Также работаем в сфере готового бизнеса, то есть можем строить заводы асфальтные, бетонные, работаем по агронаправлению. Также производим металлоконструкции и можем строить мосты, то есть мостостроение. В стартовый день работы в форуме были задействованы около 3000 участников из 35 субъектов России, а также стран зарубежья. Во второй день их число вырастет, а значит появится больше потенциальных бизнес-партнеров, в том числе и у компаний нашего региона. Турпалали Тайсумов и Ахмед Хизриев. Вести Чеченская Республика. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмада Хаджи Кадырова провел очередную благородную акцию добра. Денежные средства в размере 15 тысяч рублей в первую очередь распределили нуждающимся семьям во всех муниципалитетах. Слова признательности звучали за поддержку от каждого. Об акции добра Медина Мударова. Доброта и забота о тех, кто нуждается в поддержке, стали основными принципами этого благородного дела. В рамках очередной благотворительной акции 6665 семей со всех районов Чеченской Республики получили денежную помощь в размере 15 тысяч рублей.
هر قومنا فقوي نقشي قومنا بوصلشنا أنا هرديك بلخشبه تاقنية دوغ حست دال могуш мерш. Несмотря на позднее время, финансовую помощь оказали каждому. Президент фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова Аймания Несеевна, как и всегда, заботится о тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Заботу от руководства жители приняли с благодарностью. والله دال ساعدول أخا أحمد حاجي غازو قابل دول سنق هرمسع قوش بو هربوي خوش بو أخا مسع هذا خوش دو غير مشتغلنا جو غقول هون سوزن غير مشتنا يلو شول تيتو أريو قيم تخال إيش داش دول دانو دال ساعدول دال شيء دعدول دال ساعدول دال قابل دول دال وين تعفرني باش بيش ديري وين بيلجا ديري مسا تسارسي قاشو مش عارش مش طبعا شادير دا زاد وقتنا سنغير لزرتي يرشلو سونا هون خشطوق ديزنا دقدنا بيروات دار هون ببعن رتن هو نحتيج مل بالبال بلتاي بالقوزن دير ديلي الشي ريس خلقر داي شنا لا ساعدول دا قابل دول رمضان حجين أي معني دي مسان تعدير دقوق قوتنا در ساق دوی بسحنی آجی سیقا چون و بکره اینه غلط بیرش بکش بار زید دون دوش سنت بیرزم در ساق دوی بخار والله هون دقوق محل Фонд приходит в каждый дом, где действительно ждут поддержку. Благодатную руку помощи протягивают всем без исключения. دردرت كوسميرت مصو أول وين مخالي دائما تعدوش أنسى عنيشتو كمو ديك داخش مكشيات ولا بتوم دق خلقكم دلا يعني هو كير دان تشارلز لوشتو يسا جيجيكو ما يعيد يوم ما يعيد أحسن سوادقة ديل ريس كو أدمنستراتي شو تعبون جاكانا ديل ريس الله ريس خوشن وزن ديل أصطيبن تغليرن برنا تغيق حوصرنا تغني سون تغن شو تخل يحسا تغني الشاتر أش سون مصو هم تحت أو غدنا صدي إشن تخينا سون حقه تشو قوتر. Помощь доходит до каждого района республики, даже самого отдаленного. Чтобы оказать поддержку нуждающимся, у фонда нет границ. أيماني مصو موج بالا إيش عارش ده قبل بساق ده القتلش الوزن ده بساق ده أيماني رمزاني لوك تصير خمسة يقول خطوط أعمل على الفندق ده ده ساق ده رمزاني أيماني ده قبل ده يقصي ده قليش منطقة. В глазах получателей помощи загораются искры надежды. Благодарности за проявленную заботу звучало в каждой фразе и взгляде. اثنين سنين أيماني تكون يبلس خوشتا قول الساعة ودا شي دا دو بزن سون جو قول كلكم على ريس بزن دا ساعة دو وقت Деятельность регионального общественного фонда уже давно стала наглядным примером того, что доброта и сострадание могут изменить жизнь к лучшему. В регионе и даже далеко за его пределами нет ни одного человека, который бы не знал о деятельности фонда имени первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Благотворительная организация оказывает самую разную помощь, начиная от продовольственной и заканчивая решением жилищных вопросов. Медина Мударова, Сайдали Ампукаев, Магомед Тутаков, Вести, Чеченская Республика. Для детей сотрудников силовых структур, участвовавших в специальной военной операции, в Театре юного зрителя организовали специальный показ фильма «Ахмат Хаджи Кадыров. Достояние народа». Кинолента затрагивает трагические события в годы лихолетия и подчеркивает роль первого президента республики в установлении мира. Медина Мударова поделится впечатлениями от просмотра.
В зале кинотеатра царила тишина. На экране разворачивалась история, знакомая многим. Фильм о национальном лидере, герое России Ахмате Хаджи Кадырове. На кадрах показываются не только мирные сцены, но и тяжелые моменты военных действий, которые оставили неизгладимый след в истории региона. 91-2 год. يعالوا جوا المين يقاوش رسلا قصدام وشدوش يحيق الخدريتر سوراس غد الاسترواخ يتعالى اسم генерал وريزا цунсан советский российский герз цернис бойшвар ишьян ход المليش دعا يستريز هواية سو عاقتي عوال زيش سليب والله معلش حبنتيش ورسولنا بوترس ونساعد بقلا نوخش يقومن مار شوي يز نزاويسمس يز أدمني فرط ويعيش غير تبعتشواس. ديل فيلي ليرشة صوبوك ديشة نقصون يرت ليرشة يلس مناغورو طلي يلشن على يحكي شهرو بوك يهون سغاشون شو مسوستك فيز قوم ببيز اش هون بوت قوم بي اش ابيخشا كيكيش هم بيخبو مسكنا كهون سغيشون يحمدو هار سون صوها عشوش هو نوش بان طريقة نان يقف وتن يا خيط شو ساع وش صغير وش سي أستاذ بوخنا شق وش شوم دات شو دشو مور خير دات شو элек بيلن إلسن حاجة أسد بيلن بشو دشو مور элек يحتاج يشون. Применение террора, разжигание межнациональной розни и неспособность к мирному решению. Итог – бесчисленные жертвы, разрушенные жизни сотни людей. Спасением чеченского народа стал Ахмат Хаджи Кадыров. Он сумел объединить людей и заложить фундамент для мирного будущего. Я всегда говорю, эту войну закончить сможем только мы, чеченцы. Сколько там не будут стоять войска, никогда эта война не закончится. Какие бы силы там не были, война не закончится. Мы закончим его войну вместе с вами. А мы это закончим, когда осознаем полностью все, и рядом, став со мной, скажут, да, действительно, вот этот вот предатель, вот этот вот бандит, вот этот вот террорист. Все мы должны это сказать. Ни один Кадыров должен это говорить. Я это говорил, когда был муфтием еще в 96 году. Я говорил, что политика Яндарбеева неверна, политика Удугова – это кровь. Это все я тогда. Тогда тоже я не получал поддержку ни с какой стороны. И сегодня тоже молчат все, боясь их жестокости. Вы знаете, в 99 году, 25 мая, значит, на очередном взрыве у меня погибли 5 своих ребят. Это все мои племянники. 4, значит, одну могилу, их нельзя было разобрать. Одну могилу. 5 человек я похоронил. За то, что я говорил правду. За то, что я говорил, не будет в Чечне ваххабизма, а будет тот ислам, который нам достался от наших дедушек. И тогда они стали рядом со мной, которые должны были стать. И сегодня тоже хотят, чтобы, ожидая, чтобы вы должны закончить эту войну вместе со мной. В зале сидели более 200 детей и участников специальной военной операции. Они остались под большим впечатлением от просмотра. Фильм ответил на многие их вопросы и помог осознать тот вклад, который внес Ахмат Хаджи Кадыров в возрождение республики. Ахмат Хаджи дал газат обал дал цена жизнь суна яуза яузир суна интереса китар цен жизнь мою вайгала дерга хал хиллага. Отец Магомеда Дускаева погиб при исполнении служебных обязанностей в ходе специальной военной операции. Он признается, история вдохновила его. Ведь благодаря таким людям, как его отец, Чеченская республика смогла восстановиться. Показ фильма был организован Чеченским государственным театром юного зрителя совместно с ЧГТРК Грозный. Он стал не только историческим документом, но и мощным инструментом для просвещения подрастающего поколения. И сегодня молодежь, которая 15 лет, 20 лет, они не видели всего того, через что пришлось пройти нашему народу. И мы хотели показать именно сквозь призму жизни и деятельности великого Ахмата Хаджи Кадырова то, через что пришлось пройти нашему народу. Целевая аудитория сегодняшнего показа – это дети сотрудников, участников специальной военной операции, чтобы они понимали, что сегодня их родители, их отцы
оберегают мир. Ахмад Хаджикадыров ушел из жизни в 2004 году, но его наследие живет и будет жить в сердцах чеченского народа. Эта картина помогла глубже прикоснуться к незаурядной личности Ахмата Хаджикадырова. Благодаря его мудрости, силе духа и неустанным усилиям Чеченская республика встала на путь процветания, преодолев тяжелые времена. Медина Мударова, Садария Пукаев, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская республика. В Национальной библиотеке состоялась презентация новой книги поэтессы, писательницы и переводчицы Инги Хаяури «Элпи Кочер». Она предназначена для маленьких читателей, которые только начинают познавать окружающий мир. Яркие персонажи, забавные иллюстрации и мудрые наставления помогут детям в этом увлекательном путешествии. Книга состоит из четверостишей на все буквы чеченского алфавита. О значении этого пособия для юных читателей расскажет Валентина Гусевская. Презентация новой книги на чеченском языке для детей прошла в Национальной библиотеке в Грозном. Автор произведения – поэтесса и писательница Инга Хаяури. Познакомиться с новинкой пришли как дети, так и взрослые, включая представителей литературного сообщества региона. То, что эта книга вышла, для нас это для всех большое событие, для всей республики, потому что такие произведения нужны нашим детям. Они развивают интерес к родному языку, к родной литературе. Помимо этого, тут все эти имена, исчезающие, скажем так, наши старинные имена, они тоже здесь есть. Книга «Венок из букв» знакомит юных читателей с чеченской грамотой. Цветное оформление заинтересовывает ее обладателя с первых страниц. Работа состоит из четверостишей на все буквы национального алфавита. Кроме того, Инга Хаяури добавила в содержание сказку. Свои первые стихи поэтесса написала в младших классах и по сей день продолжает благое дело. Стоит отметить, книги на национальном языке сохраняют культурное наследие и национальную идентичность. Особенно важен такой подход в воспитании молодого поколения. Валентина Гусевская, Харан Абдулаев, Вести, Чеченская республика. В Грозном идет строительство новой центральной магистрали водоснабжения. От водонасосной с 5-й станции до проспекта имени Мухаммеда Али проложат 2 ветки протяженностью 11 километров. Одна линия диаметром 50 сантиметров уже полностью готова. Городские службы занимаются строительством второй диаметром 70 сантиметров. В работе используются современные материалы с высоким сроком службы. Этот проспект – один из самых густонаселенных городских частей. Новая магистраль позволит решить проблему с водоснабжением в жилых домах и социально значимых учреждениях. В Грозном состоялся грандиозный финал 15-го международного фестиваля-конкурса танца имени Махмуда Эсамбаева. Он собрал лучших со всей страны. Разнообразие стилей от классического балета до уличных танцев и народных номеров создало незабываемую атмосферу праздника. В мероприятии участвовало 60 исполнителей, что впечатляет многообразием культур. Об особенностях хореографии народа в России Валентина Гусевская. Во Дворце танца в войнах сегодня встретились артисты 23 регионов России, а также солисты из зарубежных стран. Все они участвовали в 15-м международном фестивале-конкурсе сольного танца имени Махмуда Эсамбаева, который подошел к концу. За 3 дня участники прошли обучающие мастер-классы от известных хореографов, обменялись опытом и идеями. Это очень важно, что здесь не только не забывают свои традиции, что здесь понимают, что культура – это основа нации. Поблагодарил участников и жюри за вклад в развитие хореографического искусства, а также официально объявил финал конкурса министр культуры Чеченской республики Иса Ибрагимов. Данный фестиваль он объединяет очень многие народы, многие страны, которые чтят память великого танцора, великого человека Махмуда Эсамбаева. Хотелось бы сказать огромную благодарность всем тем, кто приехал, несмотря на всякие сложности. Особенно хочу поблагодарить членов жюри, а именно Валерию Иосифовну, которая всегда приезжает, поддерживает и помогает нам во всем. И также хотелось бы сказать слова благодарности заместителю председателя правительства Чеченской республики Айшат Рамзану Кадыров, который оказывает всемирную поддержку проведения культурных мероприятий в регионе.
И сегодня глава республики Рамзан Ахматович Кадыров награждает народными артистами наших дорогих гостей, друзей наших. И ему огромное спасибо за то внимание, которое он оказывает культуре. И в частности, хотелось бы сказать благодарность президенту регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова Иман Висиевны, которая помогла нам провести мероприятие на высшем уровне. Спасибо еще раз всем. Желаю удачи и успехов в дальнейшей жизни. Творческое состязание прошло в 2 тура по номинациям «Сольный танец» и «Парный танец». Более 60 артистов участвовали в соревновании в этом году. Победители вновь продемонстрировали свои номера в финале. На конкурс было подано 110 заявок. В результате отбора прошло только 45. Событие объединило представителей 9 стран мира. Танцоры из Монголии завоевали первое место в номинации «Парный танец». Мы очень благодарны, еще раз говорим, а мы с Монголией, вот это свои национальные танцы, мы приезжали, даже не ожидали, что мы первое место занимаем. Самый волнительный момент в любом творческом конкурсе – это объявление победителя Гран-при. В этом году обладательницей этого звания стала Залина Амаева, заслуженная артистка Чеченской Республики. Для меня огромная честь, что я являюсь победительницей такого конкурса, так как я представляла Чеченскую Республику, государственный академический ансамбль танца в войнах. Огромная поддержка была со стороны моих близких, друзей, поддержка со стороны коллег. Чувствовала, что в зале у меня мощная поддержка. Конкурс, посвященный столетию Махмуда Эсамбаева, стал не только соревнованием, но и праздником танца. Он призван объединять лучшие таланты и уже на протяжении 15 лет проходит в Чеченской Республике. Фестиваль подошел к концу. Артисты выложились на все 100%, продемонстрировав свое мастерство и талант. Многие из них попытают свои силы и на следующий год, чтобы вновь порадовать зрителей и жюри своими выступлениями. Валентина Гусевская, Магомед Басаев, Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.